Продолжаем рассказывать о самых заметных событиях. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Число новых случаев коронавируса в Якутии продолжает оставаться больше 200. На особом контроле ситуация в соцучреждениях. Как предотвратить несчастные случаи и не допустить пожара? Сотрудники МЧС проводят в Нерюнгри поквартирные рейды. А на Ямале обнаружили крупнейшее в мире береговое лежбище атлантических моржей. «203 новых случая коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга сегодня. Большинство заболевших в столице республики, 118 человек, умерло за сутки 3 пациента с тяжелыми сопутствующими заболеваниями в Якутске и Жиганском районе, сказала она. Единичные случаи заболеваний, которые зарегистрированы в наших районах, есть и те относительно тех населенных пунктов, где коронавирус появился впервые. Поэтому в этих населенных пунктах особенно сегодня должны соблюдаться в полном объеме все санитарно-эпидемиологические требования и правила, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в целом в самом населенном пункте. На особом контроле ситуация в Нюрбинском межелустном доме-интернате для престарелых и инвалидов. В настоящее время приняты все меры реагирования, организована совместная работа с органами здравоохранения и Роспотребнадзора. Своевременно отрабатываются все возникающие вопросы совместно с руководством интерната. Заболевшим, как из числа проживающих, так и персонала учреждения, оказывают всю медпомощь. Сегодня наиболее важным вопросом являются те ситуации, которые сложились в наших социальных учреждениях. А сегодня есть две нештатные ситуации, как в Нюрбинском доме-интернате престарелых, так и в Алекминском психоневрологическом интернате. Оба ситуация в обоих интернатах взята, безусловно, под контроль. Ситуация находится на постоянном контроле министерства и также на моем личном контроле. Приняты все меры реагирования в подобных случаях. Для оперативного решения налажено взаимодействие с органами здравоохранения и Роспотребнадзора. Необходимо отметить, что коллектив Нюрбинского дома-интерната принимал максимальные меры для недопущения инфекции в течение длительного времени, практически в течение 7 месяцев. И сегодня они продолжают свою работу вахтовым методом, оставаясь внутри учреждения со своими подопечными. Сотрудники учреждения приняли все необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, проведены дезинфекционные мероприятия. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты. Из Якутска нами направлен дополнительный объем лекарственных препаратов и дополнительное оборудование. Выездную бригаду врачей для реабилитации детей с ментальными нарушениями создадут в Якутии. Проект «Отряд Расти» реализуют при поддержке фонда президентских грантов в Татинском районе, жителям которого приходится возить детей на реабилитацию за сотни километров в Якутск или Нерюнгри. В команду специалистов войдут нейропсихолог, дефектолог и АВА-терапист, который внедряет в поведение детей необходимые для жизни навыки. С декабря по март им предстоит выехать в село Итыкюэль, чтобы провести комплексный курс реабилитации 10 детей, которые нуждаются в регулярной, не менее 2 раз в год терапии. Большинство из них в последний раз проходили курс работы со специалистами весной прошлого года. Как предотвратить несчастные случаи и не допустить пожара? Об этом нерюнгринцам во время рейдов рассказали сотрудники МЧС. Рейд проводился в первой половине дня, когда дома находится большая часть безработные и одинокие пенсионеры. Эти категории граждан чаще всего нуждаются в помощи служб. Продолжит тему Екатерина Павлова. Соблюдайте требования пожарной безопасности. Не оставляйте включенными все эти электроприборы без присмотра. Если курите, убедитесь, что окурок у вас потушен. Не курите в постели, ни в коем случае в лежачем состоянии. Ну и будьте внимательны.
Не секрет, что из-за беспечности граждан и незнания основ безопасного поведения с огнем происходит большинство пожаров. Сотрудники МЧС посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении. Люди в форме производят довольно сильное впечатление, благодаря чему жильцы неблагополучных квартир, не способные справиться со своими проблемами самостоятельно, быть может, прислушиваются к словам официальных лиц. В ходе рейда до граждан доведены требования пожарной безопасности, проведен инструктаж на противопожарную тематику и вручены памятки с телефонами экстренных служб. Данная работа проводится отделом надзорной деятельности совместно с отделом МВД, совместно с представителями управляющих жилищных компаний нашего города по спискам, которые предоставляют нам соцзащита и управляющие компании. В основном это направлена работа на проверку мест проживания многодетных семей, а также социально неадаптированного населения. Пожар легче предупредить, чем потушить. Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по номеру 101 с мобильного телефона. Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, покиньте квартиру и перекройте за собой входную дверь. Сотрудники МЧС считают, что если в результате таких рейдов будет сохранена хотя бы одна человеческая жизнь, если жители задумаются и позаботятся о своей безопасности и безопасности окружающих, то их работа будет не напрасно. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня в Якутии почтили память погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел. На торжественном мероприятии вспомнили тех, кто, не задумываясь, вступил в схватку с преступниками и до конца остался верен присяге. Почтить память своих коллег пришли ветераны МВД и действующие сотрудники полиции. Вместе с родными они разделили скорбь и боль утраты. Собравшиеся возложили венок у мемориала павшим за справедливость, почтив минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь, но выполнил долг до конца. Засушливое лето и лесные пожары могут негативно сказаться на зимовке лошадей в Якутии. Аномальные природные условия создали угрозу копытным в центральных и заречных районах республики. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале зимовки 17-18 годов. Если лошади раньше времени выйдут на подкормку, это может привести к острому дефициту не только зернофуража, но и грубых кормов. По состоянию на начало ноября в республике поголовье лошадей составляет более 245 тысяч. Есть прогнозы по поставке к дополнительным подкормкам лошадей. Это как в 2017-2018 годах прогноз. Поэтому есть опасения, что дополнительно нам потребуется порядка 8,5 тысяч перетарки и закупки между районами грубых кормов. В рамках работы по организации работы устойчивой зимовки скота и лошадей в следующем году предусмотрено порядка 50 миллионов рублей. Но, смотря на ситуацию, на первом квартале мы эту сумму будем актуализировать. Организаторы Всероссийского экодиктанта объявили о старте портала проекта экодиктант.рус. Именно на нем 15 и 16 ноября россияне смогут проверить свои экологические знания, а пока подготовятся к экодиктанту с помощью видеоуроков, посвященных охране природы России. Участником Всероссийского экодиктанта может стать любой желающий в возрасте от 12 лет. Ожидается, что более 2 миллионов человек, школьников, студентов, экологов, представителей органов власти и сотрудников корпораций проверят свою экологическую грамотность. Все получат сертификаты участников, а победители и призеры – дипломы и памятные призы. Тем временем на Ямале обнаружили крупнейшее в мире береговое лежбище атлантических моржей. По оценкам ученых, от 3 до 5 тысяч особей собрались на берегу Карского моря. Подробности у наших коллег. Огромное стадо атлантических моржей, лежащих на берегу Карского моря, сняли ямальские ученые. На видео с дрона видны сотни и сотни животных, устроившихся на ледяном пляже, местами в несколько слоев. Специалисты научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» считают, что здесь собрались от 3 до 5 тысяч моржей. И это крупнейшее в мире береговое лежбище. Его обнаружили только в прошлом году, но тогда животных было в несколько раз меньше. Исключительно все лежбища атлантического подвида моржа располагаются на островах. Единственное, как я где-то упомянул неосторожно, во Вселенной, что является правдой, на планете Земля.
лежбище атлантических моржей, которое располагается на материку, оно у нас на Ямале. Атлантический морж водится в северных морях, и это один из самых уязвимых обитателей российской Арктики. Вид находится под угрозой исчезновения. Вплоть до середины 20 века моржи были объектом промысла, главным образом ради их бивней. Даже после запрета коммерческой охоты популяция восстанавливается медленно. По данным Международного союза охраны природы, в 2016 году в мире было около 12,5 тысяч особей. Ареал обитания моржей сокращается из-за таяния льдов, загрязнения океана и деятельности нефтедобывающих компаний. Ямальские исследователи говорят, что им хотелось бы верить. Это открытие говорит о росте популяции. Но пока слишком рано делать выводы, добавляют они. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.